Мой дед родом из Карса, из села Кёльля. Жил на Кубани, затем в Казахстане. Ему, как и многим, выпала доля в России жить. Мы криптохристиане. Хоть я не родился на родине деда, и у Черного моря в меня не стреляли, друзья, как символ грядущей победы, зовут меня Кёльляри. Кёльляри. Фольклорный понтийский музыкальный коллектив из города Афины Кёльляри. Кёльляри так обычно обращаются к братьям Георгиади, Николаю и Ивану. Это их прозвище, а по существу оно отражает историю греческого понтийского народа. Предки Николая и Ивана жили на оккупированной турками территории в Карсе. Неподалеку от их дома бил родник. От этого и возникло прозвище Кёльляри. По-турецки «кёль» означает «родник». И это прозвище прочно прикрепилось к потомкам рода Георгиади. Последние 150 лет они жили в России и в Казахстане. Сейчас Николай и Иван обосновались в Афинах, но до сих пор их называют Кёльляри. Их песни очень популярны среди понтийских греков. Но люди, слушая и часто исполняя их, думают, что это народное произведение, даже не догадываясь о том, что у них есть автор, понтийский поэт Николай Георгиади. Иван Георгиади играет на лире, на дауле, Николас и Тимидис. Группа Кёльляри исполняет свою популярную песню «Поедем на Кавказ». Тебе не трудно согласиться со мною, ведь, как и мне, тебе дорог Кавказ. Не уходи, скоро поезд стрелой умчит в Краснодар вместе нас. Там ждут впереди зеленые горы,
нас волны Черного моря зовут. Мне тягостны эти степные просторы, мне так тяжело без родины тут. Протопресвитер Скутерис Георгиус, настоятель русского Свято-Троицкого храма в Афинах, прихожанами которого являются выходцы из бывшего СССР. Чтобы общаться с ними, общаться свободно, он выучил русский язык. Слово протопресвитеру Скутерису Георгиусу.